Bir zamanda bu sabırla şaşmalay. Bir zamanda siz için herkes yığılay. Selam aleyküm saygılı dostlar, vakit şerifleriniz hayırlı olsun. Bir zamanda profesyonallar toplandı, duygandırsınız. Bu işte nağmelerden ve her taraftan profesyonallar bugün hem sağ taraftan hem sol taraftan. Reşat Ali bugün bizlerle beraberlikte. Siz elbette onu bilirsiniz, sadece fotoaparat kolunda ama bugün gitarayla beraber geldi. Selam aleyküm. Hoş geldin Reşat. Ve anlaganyma göre Reşat için olmagan öyle bir mevzu yok. Koluna ne alsan her şey çalışa. Her şey çalışa, her şey yırla, her şey fotoresim. Her şey fotoresim. Reşat buna endi ballar yanı bir işte leyha yapalar ve onlar sana telefon açkanda davet etkende sen birinciden ne düşündün? Мужикон olsa Rusça laf için. Buyur evet. Позвонил мне Айдер. Ага. Говорит, Решат, мы решили открывать YouTube канал свой. Вот первое, что мне пришло в голову, это какое-то несоответствие. Айдер и YouTube это две разные вещи. Но я всегда поддерживаю, всегда любые новые какие-то фишки у музыкантов. Когда они хотят быть на волне со всеми, мне нравится любое действие лучше какое-то бездействие, правильно? Поэтому, когда мне позвонил Айдер, я честно обрадовался за их группу, потому что всегда, кто идет на волне с трендами, тот всегда наверху. И это всегда продвигает музыкантов. То есть понятно, что ребята хотят развиваться еще больше. Они, понятно, что смотрят за иностранными музыкантами. Я всегда считаю, что равняться лучше всего на великих звезд. Потому что по своему району, ну, региону, да, понятно, что ты, наверное, слишком высоко не заберешься. Когда ты равняешься на большую какую-то звезду, на большого артиста, то всегда идешь быстрее к цели своей. Ты хочешь сказать, он на тебя равняется сейчас? Нет, я говорю, что они, скорее всего, увидели какую-то, может быть, иностранную группу, и их, ну, может быть, какие-то записи интересные, аранжировки на Ютубе. И то есть почему бы не повторить, но это в крымском формате, в крымско-татарском формате. Чуть-чуть добавить своего в крымско-татарскую культуру. Мне всегда
как сказать, приятно признавать, что наша молодежь немножко в культуру новое чего-то привносит, да, потому что понятно, что традиции, они с каждым веком устаревают, и нужно немножко добавлять своего, чтобы про нас потом тоже вспомнили. Ришат, ну, насколько я знаю, когда Айдер позвонил, он этот формат предполагает то, что каждый гость, который будет в этой студии, да, он должен что-либо исполнить, сыграть, спеть. Вот эта мысль. Ну, спеть, вот, допустим, сегодня меня Айдер пригласил, и ребята, да, и предложили еще добавить в крымско-татарскую песню немножко рэпа. Почему нет? Крымско-татарского рэпа же очень мало. Я хоть и не рэпер, но попытаемся что-то сделать. Ты за любые эксперименты? Я за любые эксперименты в рамках закона. За любой кипиш, да? Да. Ришат, ну, допустим, ну, все знают как фотограф, Ришат Алиев. Допустим, так бы получилось, что, ну, не фотограф Ришат. Да. Как ты думаешь, кем бы ты был? Вообще, когда я учился в школе, в классе 5, меня мама хотела, Анашка моя, хотела отдать на клавиши, потому что у меня пальцы, смотрите, как у музыкантов. Да? Длинные. На клавиши, длинные. Но меня учительница по музыке не взяла почему-то, я не знаю почему. Пальцы, может? Да, может быть, тогда еще не такие были, да. И, конечно, музыка мне всегда очень нравится, но, как говорят мне, все-таки слон наступил на ухо, и голосом у меня так сложилось, что нет. Если бы я не был фотографом, я не знаю, мне очень нравится журналистика еще и маркетинг. Не знаю. Что-то одно из Да, этих. да, да. Ришат, а музыка вот у вас в семье, не знаю, Кто-нибудь пел или нет? Да, ну, в семье есть отношение какое-то? Ну, почему мама хотела, чтобы ты занимался музыкой? Ну, родители всегда хотят, чтобы дети занимались чем-то. Это в каждой крымстарской семье. Наверное, да. А у меня дядя играл на аккордеоне. Это Али мой, который сейчас в Америке. Вот. А так по музыке, в принципе, я, честно говоря, не припоминаю, что кто-то еще. Ну, отец чуть-чуть на гитаре играл в молодости, но тоже так, как и я, на 4 аккорда. Ну, то есть медведь там хорошо походил? Да, медведь, слон, все. Ришат, давай представим, ну, такую ситуацию, вот, допустим, я не знаю, ну, многие люди говорят, вот я встречаю, взял фотоаппарат, поставил, нажал кнопочку, и фотография готова. Тем более сейчас такое время, у каждого в руках iPhone, фотоаппарат, и, ну, все говорят, что фотографы, они, как сказать, мягко скажу, немножко завышают, немножко очень подходят к этому щепетильно, то есть считают, что в этом искусстве ничего такого сложного нету. Ну, сложный вопрос, смотря что фотографировать еще. Допустим, если фотографировать статичное что-то, архитектуру или природу, то это легче. Людей всегда сложнее фотографировать, потому что нужно иногда создавать людям эмоцию, чтобы ее сфотографировать, или быть настолько быстрым, чтобы поймать определенный момент. То есть, допустим, как, ну, взять, допустим, церемонию, да? Молодожены обмениваются кольцами. У вас есть всего 2 секунды, чтобы снять этот момент. То есть не каждый может успеть или подобрать нужный ракурс. Ну, это к примеру я привел. А вообще фотография, ну, конечно, не сказать, не сравнить эту фотографию с сложными профессиями, такими как металлодобывающая промышленность или еще что-то. Ну, я хочу сказать, вот, например, это музыканты говорят, чистая. о, пришел фотограф, что там ему сейчас... Да, Но фотографы, наоборот, может думать, что там сидят, нажимают. В какой-то степени я с вами согласен, Ренат, потому что в фотографию очень легко прийти. То есть не обязательно какое-то образование, чтобы прийти в фотографию. Допустим, чтобы играть на музыкальном инструменте, нужно закончить школу, либо иметь идеальный слух с детства, как у Айдера. Дар от Бога, да? Дар от Бога должен быть. Ну, его Бог даже поцеловал, вон видно. Ришат, а если, ну, допустим, фотографию сейчас отставим в сторону, и кроме того, что ты сегодня Хисметолса будешь петь, есть видео в Ютубе, в интернете много, где Ришат и танцует, где он там, ну, в какой только роли ты не был. Это что, это внутри бурлит все, или
Ты хочешь везде себя попробовать, с чем это связано? Ну, фотографы, видеографы — это люди творческие, музыканты, и они всегда себя хотят где-то проявить. Это часть моего образа в интернете, можно сказать. Не всегда образ в интернете соответствует человеку в жизни, правильно? Ага. То есть в интернете я могу быть любым и перевоплощаться. Это как артист в фильме. Он может играть определенную роль. И вот я себя пробую абсолютно в разных ролях. Почему нет? Это интересно. Мои друзья близкие, они знают, какой я человек. В принципе, такой же, как и в интернете. Весь секрет в этом. Да. Ну и biz endi aytib keçtik, sayılı dostlar, mına Reşat bugün bizge yırılacak kısmet olsa Kırım Kısmet. Tatar halk yırı. Помидор. Ne için bu yırını seçtin sen? Потому что я вырос в деревне, Ага, и очень часто, конечно, мы больше сажали картошку, ага. но про картошку нет такой Нету, песни, да, про языки. картоп. Есть про помидор, Про поэтому помидор. мы споем помидор, добавим немножечко туда рэпа красивого. Мгм. И Это всё это- ностальгия получается с детства. Это вот детство, то есть наше детство всегда отражается в наших взрослых поступках, наверное. Поэтому это ностальгия. Хочется вспомнить вот эти помидоры, когда ты его срываешь, сочный красный помидор, берешь кусок хлеба, сарымсахнен чинеп, O halap. bu бургерден яхшы. Ve şimdi kısmet olsa mına mikrofonu men Reşat'a vereceğim. Ve sayın dostlar bu premiera olacak. Doğrusunu aytsam ilk sefer Reşat Aliyev dostumuz belli Kırım Tatar halk yerini icra edecek rap. Рэп деген ши. Bira. Bu mana Eminem yolladı bu yırını. Eminim. Andan. Dinleyimiz. Помидор saçtım olsun dep cebim para dolsun dep Pomidor saçtım olsun dep cebim para dolsun dep Pomidorlar olmadı cebim para dolmadı Pomidorlar dolmadı cebim para dolmadı Hop hop pomidor kayna baksın pomidor Hop hop pomidor ne acayip pomidor Pomidorlar olmadı cebim para dolmadı Pomidorlar olmadı cebim para dolmadı Ay dostlarım, dostlarım Fotolar men yaparım Fotolarını yapkan son Oynap kulüp yaşarım Toylar alıp olsun dep Cebim para dolsun dep Karantin etip geldi Gelgen arılar gitti Hop pomidor Kayda baksan pomidor Hop hop pomidor Ne acayip pomidor Pomidorlar olmadı cebim para dolmadı Pomidorlar olmadı cebim para dolmadı Что, еще раз или нет? Oy maşallah yeter pek yakşı oldu. Да? Ну всё. Benimce pek güzel oldu. Gerçekten ağır rap meselesi. Reşat ya... Качнуть etti. Kaçnut yaptı, etti. Rap'ni ziyadece beğeniyorsun. Эльбет бегенем. Бір бала var. Арсен Озенбаш. Aha. У да рэп читать. Okuy. Оқый, рэп оқый. Rap okuy. Мен onu öğrendim. Reşat ya mına nasıl düşünesin eğer bizim yıllarımızga bilmeyim endi evvelden kalgan bir medeniyet işte nümunelerini mına bile yanı şeyler kırsetilse
Сен насыл бақасың? Мен яқшы бақам, нечон жоқ. Біз қырым татар миллет, ян яқшы миллет. Біз бірінші ола жақмыз. Ғанаға. Бір миллет. Әлбетте, бірінші олмақ үшін, демек біз бүтін дүния олған, бүтін тәжірибелерні алмаға керекміз. Әлбет керек, әлбет. Фарқы жоқ, мұн, әпсі, келіңіз мұнда. Tercüme etmege asıl da керек mi dostlar? Reşat anlamasa bile ama pek yaxşı uydura. Öyle bir istidatı var. Endi bağışlas, men de rus tiline geçeyim. Siz ana tilinde devam edebilirsiniz eğer isterseniz. Я что хочу спросить, Решат, может быть серьезно это вопрос? Да. Да. Вот в данное время, по твоему взгляду, по твоему видению, ощущению, какая самая первая, я не знаю, важная проблема или какой там важный вызов стоит перед нашим народом? У крымско-татарского народа есть такая черта, что они объединяются только когда у всех плохо. Но когда у одного хорошо, у другого плохо, у третьего среднее, они как-то начинают расходиться в разные стороны. Вот у нас нет национального лидера, и поэтому наш народ с каждым годом все больше и больше, ну, если брать дерево, да, допустим, как листья рассыпаются, и ветром их разносит. Вот точно так же крымско-татарский народ. Нам нужен крымско-татарский лидер и держать друг друга за руку. Вот я считаю, что это основная наша цель. Но это происходит почему-то только когда какая-то большая проблема у всего крымско-татарского народа. Это было несколько лет назад, вы помните, когда все сплотились. Но сейчас, к сожалению, этого я не вижу. То есть проблема нашего народа, у нас нет единства? Нет единства и национального лидера. То есть раньше, когда что-то случалось у конкретного человека, люди могли собраться и помочь ему, как-то спасти его, может быть. Сейчас каждый сам за себя, мне кажется. То есть во многом это еще и ограничение, может быть, закона сегодняшнего, да, то есть мы уже не можем просто так выйти на улицу в компании большой. Поэтому люди немножко испуганы, но это не повод разъединять наше общество крымско-татарское. Это должен родиться какой-то лидер, он должен появиться, или его можно воспитать, или ну откуда это может взяться, ну как эта проблема должна решаться? Ну, если честно сказать, на данный момент, вот если взять все крымско-татарское население и выбрать одного человека, кто бы мог стать лидером, я, к примеру, не смог бы. Вот аналогичный вопрос к вам. Вы могли бы сейчас кого-то выбрать? Тяжелый вопрос. Лидером? Но вот если... сразу в любом обществе всегда возникает сразу ассоциация. То есть я вам говорю, и у вас в голове, в принципе, в секунду должен был возникнуть какой-то облик, может быть, да, или образ. Вот у меня на данный момент он не появляется. Он еще не родился или время еще не пришло? Я не знаю, это должен быть человек, которому все доверяют, и это человек, который не должен быть, не должен, как это правильно выразиться? Это человек, которому не важны финансовые вопросы. То есть, я думаю, это человек просто из крымско-татарского народа. Это не обязательно должен быть меценат или богатый человек. Это просто человек идейный должен быть, который сможет сплотить всех нас. То доверие, которому будет у народа. Беззаветная любовь, патриот к народу. Наверное, да. И если надо, он готовый отдать жизнь даже за эту идею. Ну, жизнь, конечно, громко звучит. Все-таки сейчас, не знаю, можно ли так говорить или нет, но все равно быть идейным лидером целого народа – это тоже непростая задача. Это постоянно не могут быть все люди довольны. То есть всегда придется получать какую-то обратную негативную сторону. Но это все-таки, этот человек должен обязательно быть. Ну, я думаю, что в ближайшие десятилетия он появится.
одна из составляющих вот всей нашей культуры, жизни народа, это, ну, так сложилось, что на сегодняшний день больше всего наш народ встречается на свадьбах, ну, и таких мероприятиях. Вот как ты тоже очень много бываешь на этих мероприятиях, как тебе кажется, ну, нравятся тебе эти мероприятия, может, что-то надо поменять, какие они должны быть? Вот это тоже Это сложно. крымско-татарские свадьбы сейчас уже? Сейчас же все... Или это ничего не поделаешь, ну, это веяние времени? Смотрите, Ridwan Aka, я отвечу честно, я не буду... Я могу сказать так, как хотят в интернете, Да, и могу сказать честно. Да. Вот какой вы выбираете вариант? я честно хочу, чтобы ты сказал. Все-таки мы живем в 21 веке, да, и мы же не звоним теперь своим друзьям на пейджеры. Мы пользуемся новой техникой, мы стали все современные, красиво одеваться. То есть я считаю, что в каждую крымско-татарскую свадьбу, если это женятся крымско-татарские люди, можно внести определенные нужные традиции, которые веками были установлены. То есть они должны быть. Это хоран, это крымско-татарский красивый танец и так далее. Но во все это обыграть очень красиво по-европейски. Потому что ну, нельзя, наверное, сделать крымско-татарскую свадьбу по-европейски и просто называть ее свадьбой. Никях можно сделать полностью в крымско-татарском стиле. Раньше же и не было у нас крымско-татарских просто свадеб, да? Был просто никях. И после этого люди могли жить друг с другом. Свадебный обряд. Свадебный обряд, да. И мы даже вот во главе с Диляра Тата из Джеваля, мы создали книгу, она называется «Той Севги Арфеса», где мы, я, Ахтем, Усинов, Смаил Тантана, Гирей и ну, еще фотограф, я не помню, кто еще был. Мы иллюстрировали эту книгу, и в этой книге есть как раз-таки все крымско-татарские традиции, ну вот, до Дня Никяха. То есть, как раньше все это происходило. И вот если из этой книги выбрать определенные моменты и как бы внедрять в крымско-татарские свадьбы, было бы хорошо. Просто сегодня я приезжаю на свадьбу, а бывают такие моменты, когда даже родители не знают, а что сейчас нам делать, понимаете? То есть все немножко осовременивается настолько, что уже и родители даже не знают, что в данный момент нужно делать. Мы иногда даже говорим, а вот сейчас нужно... Ну, мне нравится, допустим, когда родители провожают невесту, ну, уже отдают из своего дома. Вот этот момент самый интересный для меня, когда они обнимаются. Вот там все настоящие искренние эмоции. То есть одни говорят, мы не будем завязывать красную ленту, допустим, на пояс невесте. Вторые говорят, нет, это наша традиция. И вот где правда? Поэтому в этой книге, которую мы создали, там есть все вот эти моменты. Elbette yaşayış öleşimde çok şey denişi, zemanevi hayat büyük adımlarla o gitti. Biz elbette halkımız özünü tapmak gerek bu tez denişken dünyada. Ve men anlaganyma göre korkmaga gerekmi bu zemanevi usullarını kullanmaga. Da? Elbette. Anladın? Elbette. Ben айтмага isteyim olsun internet, olsun bilmeyeyim şimdi YouTube ya da Instagram ya da çeşit şeyler. Belki Reşat'ın iki obrazı vardır, hayatta bir Reşat ama Instagram'da başka. Bizler hepimiz olğanı kadar, çaresi olğanı kadar hepsi bu usullarını kullanmaga gerekmiz. Мы должны стараться вобрать все. Ну, я хочу сказать о том, что наш народ не имеет права отставать. Только вперед. И сейчас все развивается очень сильно в интернете. Я бы очень хотел порекомендовать, может быть, посоветовать, чтобы мы даже в интернете не съедали друг друга. Когда делает кто-то красивую свадьбу, пусть у людей есть возможности, и они делают красивую показательную свадьбу. Это неплохо. У нас люди привыкли, я не буду стесняться, я буду говорить, крымские татары привыкли очень сильно осуждать за то, что просто произошло из-за того, что у людей есть, допустим, определенные финансовые возможности. Но зачем это осуждать? Люди, возможно, честным трудом заработали эти деньги. И они имеют право сделать красивую свадьбу. И пусть эта свадьба прогремит
на весь, допустим, на всю Россию даже. Пусть о крымских татарах узнают хотя бы с такой стороны, да. Но вот если вы сейчас загуглите «крымские татары», в гугле просто введете «крымские татары», посмотрите, какие выходят первые публикации. Честно говоря, мне бы хотелось, чтобы там выходили красивые картинки, а не выходили картинки, ну, с какими-то провокациями и так далее. Поэтому в интернете мы не должны друг друга съедать, а мы должны, наоборот, друг друга поощрять, продвигать. Поэтому я стараюсь никогда не писать какие-то гневные комментарии. Я всегда смотрю на жизнь с позитивной стороны. Даже если кто-то в мою сторону кидает оскорбления, я просто это стараюсь как-то игнорировать. Пусть сложно это всегда, но очень важно не даже в интернете, потому что сейчас вся молодежь сосредоточилась там. И если мы и там будем себя съедать, то что будет дальше? Ну, Решат эр вақыт позитив бір инсан, оның үшін де іште Айдербей саңа телефон ашты. Поэтому вот мы все здесь одной компании, потому что мы позитивные. Біз Решатны давет еттік, ве Решат айны бұның үшін мына бізге қол тұтқан Чудапекер Гирей ағамыз саңа мына біле бақшыш. Çok sağ olun. Чудапекер адындан бұл güzel Наполеон. Чудо-пекарь. Мен... Сен озың ашыжаң оны, Evге барған соң. Бөлме керек мұнда, қорқма. Яқшы, çok sağ olun. Саңа. Сен çok sağ ol, Решат, келгенің үшін. Büyükten büyük teşekkürler ve dostlar, mına biz gerçekten de hepimiz pozitifke tolduk. Çünkü Решат Алиев gibi pozitif insanlar olsa, men eminim bizde her şey yaxşı olur. Sağ olunuz. Çok sağ olunuz. Endi Zaman Çalgı takımından bir bakşış. Dostlar, biz sizlerle ise görüşkence sağlıklaşamız. Bir zamanda Musafirler şaşmalay Bir zamanda Siz için